Кто из нас не любит вкусно покушать? Ну а если совместить замечательный обед с блюдами из национальной абхазской кухни, с прогулками по достопримечательностям страны души, то получится двойное удовольствие. В Абхазию за гастрономическими приключениями вновь отправилась съемочная группа программы «Поедем, поедим». Запах ароматных специй и вкусная национальная кухня, прекрасные горные и морские пейзажи. Все это заставляет вновь и вновь возвращаться в страну души съемочную группу «Поедем, поедим». Ведущий программы Федерико Арнальди в Абхазии уже в третий раз. За это время он успел не только попробовать местные блюда, но даже завести знакомых и начал учить абхазский язык. Горожане ему в этом помогают. Несколько слов я уже, как сказать, могу произнести. Например, «Сераумас апсны, чай дар ямоп». Сейчас. И табук. Ведущий знаменитой кулинарной программы поделился, что приезжает в Абхазию с удовольствием, как на родину, в Италию. Мне кажется тоже, что я тоже родился здесь, потому что от первого дня мы столько тепла получали, и даже чисто ко мне, но я же итальянец, и здесь абхазы каждый день меня напоминают о том, как они обожают и любят Италию, как они чувствуют эту близость с Италией. Поэтому с самого первого дня я чувствовал себя как будто дома. Абхазскую кухню съемочная группа «Поедем, поедим» называет гастрономическим приключением. Кажется, за несколько путешествий в страну души они попробовали все. Традиционную мамалыгу и фасоль, ачопа и араших, амгял, и даже жарили козленка и цыпленка на вертеле. Но Абхазия вновь удивила разнообразием вкусов. Вчера вечером я открыл для себя высокую абхазскую кухню. Впервые. Я такой даже не слышал, не видел ранее. И, как раз здесь в Сухуми есть заведение, есть такой молодой чудо-шеф-человек Шамиль, который мне приготовил все ваши блюда традиционные, но абсолютно на новом ключе. Это было просто невероятно. И даже в кадре я это сказал, что я комментировал про взгляды моих операторов, моих коллег. Они обычно снимают и как-то немножко завидуют, что я ем, они нет. Но вчера они меня так ненавидели, потому что они видели мой восторг в лице, да. И они думали, когда ты оставляешь нам что-то, а когда ты нам оставляешь что-то? А я не мог останавливаться, ел. Обычно в дегустации происходит так. Что-то попробовал, так комментировать, дальше иду дальше, пробую что-то новое. А вчера я просто не мог останавливаться. Здесь, в Сухуми, тоже я пробовал самые вкусные дар ямоп ачап. Хачапур, в виде лодочки, но самое вкуснейшее в моей жизни. Настолько вкусно, что я подумал. Обычно для меня хачапур это просто типа как хлеб, который ты с чем-то ешь. А тот ачап, это прям король стола, который хочется самостоятельно есть. Для меня это было открытие. Потом ачапа я приготовил впервые. И также удивился тем, что узнал, что ваши соленья, они фиолетового цвета не из-за свеклы, как я думал, а именно из-за ягод. Для нас всех в команде было невероятное открытие. За время работы в Абхазии съемочная группа «Поедем, поедим» не раз бывала на местных рынках, ловила рыбу, охотилась с жителями, посещала самые красивые места, рассказывала о культуре и традициях абхазского народа на телеканале НТВ. В этот раз у режиссеров передачи цель показать Абхазию, которую еще не видели, ведь Апсны умеет удивлять не только разнообразием вкусов, но и своими пейзажами. Люди думают, а что бы я такое увидел, хотел увидеть в Абхазии. И мы попытались найти такие места, которые не заезженные, которые большинство россиян пока еще либо не знают, либо мало кто из россиян эти места знает. И поэтому мы отправились на водопады. Например, я лично сама не знала, что все знают Гекский водопад. Все знают, девичьи слезы. А там, где мы вчера были, это же вообще чума. Мы даже не догадывались, что такое есть. Какие девичьи слезы после того, что я видел вчера великаны Ирины, и там вся долина в этих маленьких водопадиках. Обалденное место. Или там позавчера мы ездили, 3 котла и Зеленая долина. Там же можно снимать, я не знаю, как ты, Филипп, сказал?
Парк юрского периода, да, вот. Там либо новая версия «Аватара». Ну, то есть это фантастическая природа и такие места, которые, ну, опять же, неизвестны большинству. Несмотря на то, что сейчас ведутся съемки необычной Абхазии, выпить чашечку кофе на знаменитой Брехаловке – это уже традиция. Сегодня мы не снимали, мы просто для удовольствия здесь, в этом месте. Сегодня мы не снимали Брехаловку как локацию, потому что она была в прошлой программе. Но, естественно, как не выпить кружечку кофе, будучи здесь, на набережной. Еще одна цель нового выпуска из Абхазии – показать, что отдыхать в стране души можно в любое время года. Работает команда с утра и до поздней ночи, ведь нужно охватить многое. Потому что локаций много, мы все-таки хотим как можно больше показать. Поэтому отдыхать нам не удается, но хотя бы, что погода прекрасная, море, это все равно мы же как бы атмосферу чувствуем. И, конечно, это проще, когда ты много работы, проще работать в такой обстановке, чем там, где там, на Камчатке, да? Когда снег минус 100. Несмотря на сложный график, страна души иногда непроизвольно заставляет забыть о работе. Отвлекают живописные горы, кристально чистые озера, таинственные пещеры и водопады. А еще мандариновые деревья с сочными плодами. Именно в Абхазии был такой случай у нас. Мы приехали в сезон мандаринов. Это в один из раз, когда мы приезжали. И поехали снимать вот аллею мандаринов, там вот мандариновый сад, где они растут. Подошли к дереву, а нам надо снимать, то есть вы понимаете, да? И в какой-то момент мы ловим себя на мысли, что мы уже 20 минут стоим, едим мандарины, под нами вот гора... Под нами гора кожуры от мандаринов, и мы понимаем, что мы не работаем, а едим мандарины. Но они были очень вкусные. Теплые связи со съемочной группой передачи сложились благодаря Министерству по туризму Абхазии, которое всячески поддерживает подобные проекты. И, конечно, благодаря экскурсоводам, которые помогают достойно представить нашу страну. Так получилось, что со мной связалось Министерство по туризму Республики Абхазия. Благодаря им я познакомилась с Федерико. Это наша первая встреча, надеюсь, не последняя. Но, тем не менее, мне удалось из 4 2 дня с ними поработать, быть на абхазском застолье, показать нашу столицу. Ну, колоссальное удовольствие и опыт приобретаешь, когда вот с такой съемочной группой работаешь. Величественные водопады, таинственные пейзажи и, конечно, абхазское застолье. Смотрите 27 апреля на телеканале НТВ в самой вкусной передаче «Поедем, поедим». Гугуца Вардания, Камила Джопова, Абхазское телевидение.